Современные методики внедрения абхазского языка в детских садах обсудили на совещании у президента. Речь шла о разработанной Министерством просвещения и Институтом педагогики языковой программе. Подробности узнаем у главного специалиста Гудаутского районного отдела образования Римы Дженни. Она с нами на связи по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот о новой методике, которую вы разработали совместно с Институтом педагогики. В чем заключается смысл и какой она будет? И уже внедрена в некоторых школах, и есть опыт. Давайте поговорим об этом. Ну, во-первых, мне хотелось выразить благодарность за такое что обращение к дошкольному образованию, так как это дошкольное образование, это первый уровень, фундаментальный. И поэтому на таком уровне обсуждался вопрос дошкольного образования. Огромное вам спасибо от моего лица и всех, кто работает в этой сфере. Данный проект программы, это новая программа, она представляет собой рамочный документ, регулирующий сферу дошкольного образования и представляющий методические рекомендации в сфере развития ребенка дошкольного возраста. Эта программа устанавливает цели и задачи дошкольного образования, определяет учебно-воспитательный процесс в дошкольном учреждении, а также определяет ключевые навыки и ожидаемые результаты развития ребенка по всем направлениям раннего развития. Рима Васильевна, я прошу прощения, хочется к такому языку, понятному для наших слушателей, для неспециалистов. Да. Я понимаю, что вы углубились в эти исследования, в подготовку этих методик, и это кропотливая работа, но чтобы и родителям в первую очередь это было понятно, о чем идет речь, как это будет происходить на простых примерах, так на пальцах, если можно описать эту методику. Я могу сейчас сказать, какие преимущества новой программы. Новая программа, это внедрение эффективных способов изучения нашего абхазского языка с применением новых технологий, так говоря, говорящая стена. То есть то, о чем говорится на занятиях, там идет тема недели. Не так, как раньше принято было, сегодня одна тема, завтра уже другая, по другой теме они занятия. А сейчас нужно будет воспитателям строить так, чтобы на одну и ту же тему целую неделю. Но это все нужно будет в игровой форме. Конечно, это будет сложно, и необходимо будет очень подготовленности, и оно же еще ориентировано на каждого ребенка. То есть, чтобы в группе каждый ребенок мог ответить на поставленный вопрос. То есть, дать возможность ребенку, каждому, так вы знаете, что наши группы, они переполнены, выше 20-25 даже более детей. Но, конечно, когда переполнены группой, это будет сложно, но в любом случае надо будет дать возможность каждому ребенку в группе в эту работу влиться и отвечать на поставленные задачи, вопросы. Рима Васильевна, но мне казалось, что эта методика будет строиться на погружении, абсолютное такое погружение в языковую среду, где ребенок не слышит ничего, кроме абхазской речи, и форма, эта игровая форма подачи, ведь дети способны запоминать лучше в таком раннем возрасте и заинтересовываться, и не бояться в этом возрасте ошибок, и нет у них этого чувства стеснения. Я думала, так это будет строиться методика. Мне бы хотелось какие-то детали узнать, как это будет происходить. Ребенок не слышит ничего, кроме абхазской речи, или индивидуальный подход. Что вы имеете в виду?
Индивидуальный подход – это чтобы каждый ребенок вот во время занятия, чтобы он, воспитатель, чтобы дал возможность ответить на поставленный вопрос. То есть здесь наглядные пособия обязательно понадобятся по данной теме, чтобы ребенку было интересно. И потом обязательно интеграция вот всех направлений. То есть если раньше у нас занятия шли, вот занятия по математике, да, занятия по развитию речи. А сейчас эта программа дает интегрировать вот эти разные направления, чтобы было интересно ребенку. Самое главное заинтересовать ребенка, и он с интересом обучался и запоминал. Тут музыку могут они вводить в занятия, то есть развитие речи, математика, то есть разные направления, но в игровой форме. Вот, чтобы было интересно ребенку. Самое главное, чтобы заинтересовать ребенка. Это я имею в виду. Программа разработана была 2 года назад и опробирована в детских образовательных учреждениях Гудаутского и Гулрыбского районов. И есть результат. Вот о каком результате идет речь и какой эффект вы уже видите? И эффект то, что дети более запоминают, их заинтересовывает, и мы увидели результат. То есть дети больше заговорили, как вот знание языка они больше показали. Вот практика показала. Особенно вот малыши 3-летние, результативность здесь оказалась выше. Здорово. Вот к реализации программы этой по всей республике вы планируете приступить уже в сентябре с началом нового учебного года? Ну вот к реализации этой программы нужна вот техническая тоже вот чтобы они были обеспечены техникой, необходимые их снабдить нужно необходимым материалом по темам, чтобы ребенка заинтересовать. Вы знаете, что наглядности обязательно должны быть наглядности, и вот в этом плане я думаю, что государство нам поможет и само министерство заинтересовано в этом, чтобы все дошкольные учреждения снабдить вот нужной техникой на любые темы, заданные вот по темам они идут, наше вот дошкольное образование, чтобы по темам воспитатели, педагоги находили нужный материал на количество детей. Вот сами понимаете, вот во что это вливается, чтобы каждый ребенок был задействован. Не так, чтобы общий рисунок показать или сюжетную картину ограничиваться этим, а дать возможность каждый, чтобы имел какую-то карточку, какой-то рисунок, потом, чтобы он нарисовал, чтобы он работал дальше. То есть интеграция об услышанном, это если это развитие речи, значит, связать с рисованием, либо лепкой, то есть с творчеством. Дальше чтобы он продолжал. То есть мы педагогов не будем ограничивать во времени. Если традиционные занятия, они ограничивались, допустим, в младшей группе 10 минут, в средней там до 15, в старшей до 20, а здесь таких ограничений не будет, но чтобы дети не уставали, они переходили из одной вида деятельности в другую, чтобы им было интересно. А чтобы им было интересно, надо снабдить вот необходимым материалом. Римма Васильевна, но есть вот такие примеры, когда в школах там и при помощи родителей иногда приобретают эти доски, говорящие доски, да, вы сказали, они называются, интерактивные доски. Но на практике это не так часто используется. Я говорила о говорящей стене. Это они создают в группе вместе с педагогом. Это я не имела доску в виду. А это говорящая стена,
на заданную тему, материал, который имеет воспитатель, это должно висеть на видном месте, на уровне глаза ребенка, и чтобы он периодически мог возвращаться к этой теме, то есть чтобы он мог это смотреть и возвращаться к этой теме. Нет, вот это и есть говорящий. Да, я поняла вас, но я к чему это все веду? Я к тому, что готовы ли сами педагоги, воспитатели вот к внедрению этой системы? Потому что им тоже нужна... Педагогов надо будет подготовить. Конечно, конечно. Нужно будет и проводить и семинары. Но, вы знаете, большинство сотрудников дошкольных учреждений, они семинары проходили по разным методикам. А там, в принципе, вот личностно ориентированный подход, об этом уже давно говорится. Уже многие педагоги ознакомлены с этим подходом. Но в любом случае, если внедрять эту программу, обязательно, это в обязательном порядке, подготовить педагогов обязательно, всех руководителей, методистов, воспитателей обязательно. Чего еще не хватает для внедрения вот этой системы во всех детских садах? Педагоги, мы сказали, нужно, во-первых, обеспечить все образовательные учреждения необходимым, там, не знаю, какими-то средствами. Материалом, техникой, необходимой техникой нужно будет снабдить, да, обязательно. А без этого нашему ребенку, он избалован в наше время, ребенок, и если он не увидит, не будет держать красочную картину или карточку красочную, если повторяющийся изо дня в день ему неинтересно будет, ему периодически надо это все менять, чтобы заинтересовать его. Мы же хотим его заинтересовать, а с интересом он обязательно он примет наш материал и обязательно запомнит. Запомнит, но потом ребенок, попадая в среду, где он не слышит родную речь, где он не слышит абхазский язык, допустим, в семье, там, на детской площадке, будет ли это работать и эффективно? Если ребенок усвоит свой язык, я думаю, что он не забудет, но впоследствии он после дошкольного учреждения, он переходит в школьную ступень, а там же это и продолжение, тогда я думаю, что и проблем не будет в обучении и в знании языка. Это же взаимосвязано все. А если, допустим, он выходец дошкольного учреждения на абхазском языке, а если ребенка переведут в русскую школу, это, наверное, бесполезно тоже. А в вашей практике с чем вы чаще всего сталкиваетесь? Кто быстрее изучает, воспринимает эти новые методики? Какие дети, какие категории? Что вы наблюдаете? Новую технологию дети принимают. Наша практика и показала. Вы знаете, каждый день они в ожидании. Аж глазки блестели и думали, а что сегодня нам покажут? О чем они нам сегодня расскажут? Вот этот интерес мы увидели, жажда какая-то в детях. Этот интерес присутствует. Именно этот подход заинтересовал детей. Я думаю, если будет интересно ребенку, и обязательно он запомнит. Я связываю это с этим. Обязательно. Какой опыт? Интересно, он не запоминает. Дети любят в игровой форме, и то, что им интересно, конечно, остается в памяти. А какой опыт использован был вообще в этой методике? Уже же где-то наверняка это было испробовано, и поэтому вы к этой методике обратились. Это, конечно, испробовано. Это нас вела Анна Голубева, она эксперт мирового значения. Они тоже составляли там программу, и по той программе и работают дошкольные учреждения Казахстана по новой разработанной программе. Эстония работает по новой такой программе. Есть в мировой практике очень много стран. Но и мировая практика говорит о том, что этот метод работает. И независимо от того, нам доказывают
то, что независимо от того, на каком языке с детьми говорят дома, если обучение на нужном уровне, ребенок обязательно усвоит язык. Он имеет возможность параллельно изучить 2-3 языка. Вот ребенок способен запомнить 2-3 языка, но как мы дадим наши условия, предоставим ли мы все условия, вот этот уже вопрос другой, а ребенок примет. Ребенок готов, есть методики, остается, как я понимаю, дело за малым. Я надеюсь, эта методика даст ожидаемого эффекта. Спасибо большое, Римма Васильевна, что были с нами на связи. Всего доброго. Всего доброго. Я напомню нашим слушателям об абхазском языке в детских садах и современных методиках внедрения, изучения абхазского языка. Говорили с главным специалистом Гудаутского районного отдела образования Риммой Дженни. Такие были обстоятельства.